Во время вынужденных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Инте был усилен контроль за соблюдением требований указа главы Республики Коми о режиме повышенной готовности. Нарушители привлекались к ответственности. Ежедневно мобильные бригады в составе сотрудников полиции, городской администрации, Интинского отдела по охране окружающей среды, Минприроды, добровольных народных дружинников инспектировали магазины, предприятия общественного питания, салоны красоты, общественный транспорт на предмет соблюдения требований указа главы Республики Коми о режиме повышенной готовности. С интинцами проводили беседы, разъясняли все непонятные моменты. Предпринимателям подсказывали, что нужно изменить. Покупателей просили надеть маски. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас разметку плохо видно? Вот тут. Надо наклеить, Хорошо. обновить. Антисептики у вас есть? Есть. Где? Покажите мне. Надо, чтобы для покупателей лежало. Ну, это все равно для покупателей. Для покупателей. Вы положите вот куда-нибудь, чтобы Просто они... неудобно тут, поэтому. Ну, Оно сбоку предлагает. куда-нибудь. Это обязательно сейчас. Не, Вы есть. знаете, что у нас меры, да? Маски, перчатки. Да, Вместо конечно. перчаток мы используем антисептики. И вот это вот обязательно нужно Хорошо. обновить. Иначе будет штраф. В отношении нарушителей сотрудники правоохранительных органов составляли протоколы. Напомним, на основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ежедневно проводились рейдовые мероприятия. Всего было проведено 18 рейдов, охвачено 52 объекта. Сотрудниками ОМВД было составлено 7 протоколов. Из них 3 протокола в присутствии уполномоченного лица администрации муниципального образования городского округа Инта. С начала пандемии в Инте проведено около 300 рейдов. Выписано и выдано порядка 500 протоколов. Интинским городским судом вынесено штрафов на сумму более 350 тысяч рублей.